Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ситуация в регионе взрывоопасна. На встрече в медиацентре МИД обсудили вопрос обороноспособности страны в условиях милитаризации Грузии. Объявить о начале подготовки к проведению съезда абхазского народа. Собрание общественной кампании по защите суверенитета Абхазии утвердило резолюцию. После 22 лет ожидания в свежеотремонтированном зале спортивного клуба по дзюдо и самбо «Алмаз» прошла первая тренировка. Начнем с официальной хроники. 14 сентября президент Аслан Бжани провел встречу с героями Абхазии. В повестке дня обсуждение военно-политической обстановки вокруг Абхазии и Российской Федерации с учетом событий, происходящих в Украине, Армении и Азербайджане, а также актуальные вопросы внутренней политики. Среди прочих вопрос передачи имущественного комплекса госдачи Пицунда Российской Федерации. После обсуждения ситуации вокруг соглашения подавляющее большинство присутствовавших на встрече ветеранов высказались за ратификацию соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, сообщает пресс-служба президента. Объявить о начале подготовки к проведению съезда абхазского народа и созданию комитета по его подготовке. Собрание общественной кампании по защите суверенитета Абхазии утвердило резолюцию. Также документ содержит просьбу к парламенту страны не выносить на заседании сессии вопрос ратификации соглашения. Завершается резолюция требованием к президенту Абхазии отозвать проект закона о ратификации соглашения по госдаче Пицунда. Репортаж Анастасии Никоновой. Заседание смотрите после выпуска новостей. Ситуация в регионе взрывоопасна. На встрече в медиацентре МИД обсудили вопрос обороноспособности страны в условиях милитаризации Грузии и практические шаги в рамках подготовки к потенциальной военной угрозе, а также предложения по организации помощи жителям Донбасса и разработку законопроекта о регулировании деятельности НПО. Тему продолжит моя коллега Надежда Боровикова. Открывая очередное заседание Общественного совета при МИД, его председатель Инал Ардзенба отметил, что геополитическая ситуация в мире остается крайне напряженной. На территории СНГ множатся вооруженные конфликты, и нельзя исключать возможность военной агрессии со стороны Грузии. Растут контракты на боевые беспилотники, регулярно проводятся консультации и учения с НАТО. 300 миллионов долларов в год так не готовятся к миру, так готовятся к войне, подчеркнул Инал Ардзенба. Существует множество сил, которым выгодно отвлечь, как они считают, внимание России, отвлечь ресурсы России и запустить дополнительные точки напряжения. Безусловно, это американцы, это Киев. И один из вариантов, который рассматривается, это запуск горячей точки здесь у нас. Тревожная информация, которой мы поделились с нашим народом о попытках некоторых организаций международных повлиять на внутреннюю ситуацию, она подтверждается со стороны Службы государственной безопасности Абхазии, со стороны наших российских коллег, Федеральной службы безопасности, и в том числе и по линии Министерства иностранных дел России. Инал Ардзенба добавил, что работа над проектами соглашений с ЛНР и ДНР о дружбе и взаимопомощи почти завершена. До Нового года документы будут подписаны. Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба подчеркнул, что работу на этом направлении нужно усиливать. Наша поддержка гуманитарная, в том числе и военная, которая есть на уровне, конечно, добровольческих наших представителей, она существенная и демонстрирует наши союзнические отношения и с Россией, и дружественные отношения с этими республиками, Донецком и Луганском. И понятно, что мы прошли через все это, мы понимаем эту боль и эти проблемы, которые перед ними стоят. Поэтому здесь мы, я считаю, должны более активно действовать в этом направлении. Сергей Шамба отметил, что в понедельник запланировано заседание Совета безопасности, где будут обсуждаться вопросы подготовки к потенциальным военным действиям. Председатель АРУА Тимур Гулия предложил перечень вопросов, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Организовать линию обороны у нас тут в Абхазии, на границе по реке Ингур. Мы об этом неоднократно говорили.
Еще раз пользуюсь случаем, что здесь секретарь Совета Безопасности Сергей Миронович. В этом направлении, мне кажется, не очень-то видны результаты. Я имею в виду строительство фортификационных сооружений, оборонительных других сооружений, использовав наши рельефы горные, плоскости гражданской обороны тоже не очень-то, не то что не очень-то, мы вообще ничего в этом направлении не делаем. Алексей Цугба, председатель партии Амцахара, высказал предложение формировать организованные группы добровольцев из Абхазии на Донбасс. Чтобы создали вы какой-нибудь орган, согласно с Министерством обороны. Есть еще желающих, чтобы они стихийно не попадали в эти регионы, где идет, черт поймет, что идет там и как идет. Я захотел, поехал в Хакумку. Есть действительно от души желающие пойти помочь, и которые умеют помочь. А некоторые просто так из-за приключений ездят. Такие тоже имеют случаи, если там кому-то неизвестно, я не собираюсь здесь это оглашать. Тимур Надарай предложил общественникам организовать сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и при этом не забывать о собственной безопасности. Хотел бы, чтобы все-таки главы администрации организовали хотя бы, знаешь, оповещение, там, в случае воздушной вдруг будет оповещение, это по линии гражданской обороны, чтобы в Сухуми наладили систему оповещения, чтобы сирены какие-то предусмотрели, что света не может быть, как эту сирену включить, чтобы в каждом районе, там 4 района города, была установлена специально, которая бы по телевидению людям сказали бы, что вот это, когда сигнал вы услышите, вот такой, это говорит о том, что вы дойти там в ближайшее убежище пойти. Это может быть в ближайшее время, к сожалению, реальностью. Те же бомбоубежища советских времен, которые там захламлены, остались, если их можно было бы расчистить, людям объяснить, в каких местах можно спрятаться, в каких местах, чтобы такую работу. И вот эта работа, она нас может, мозги наши переключить, что на самом деле ситуация не такая вокруг нас хорошая. Вот идеологической части не хватает на самом деле. Нам говорят, все будет хорошо, победа будет за нами. Ну дай Бог, чтобы победа была за нами. Никто не против, но ситуация может быть, и мы должны быть готовы. Депутат Алхаз Барциц поддержал идею единого центра для сбора гуманитарной помощи и координационного центра на случай военных действий. Люди даже элементарно не знают, куда идти, где собираться и где будут даваться какие-то распоряжения, какие будут даваться указания. То есть как один механизм мы понимаем, что это будет паника, это будет шок, а нашему недоброжелателю как раз это все будет на руку. То есть поэтому, говоря о каком-то центре или штабе, который будет координировать все эти движения, это очень целесообразно, чтобы он на территории республики образовался. Может быть, в каждом районе даже это будет отдельно, но где-то будет централизовано, как головняк, так скажем. Член Общественной палаты, председатель Союза журналистов Руслан Хашик предложил уделить особое внимание защите прав добровольцев из Абхазии. Семьям погибших на Донбассе выделили единовременную помощь, но нужно подумать о том, чтобы сделать эту помощь ежемесячной, отметил Руслан Хашик. С учетом того, что у нас уже есть погибшие, есть раненые, а погибшие – это из многодетных семей. Сейчас у нас формируется бюджет республики, здесь и парламенту, и соответствующему министерству надо подумать, как государство будет поддерживать эти семьи, в соответствии, какой закон будет работать по отношению к ним. Те, кто должен заниматься вопросами реабилитации, и те раненые, которые у нас уже есть, у многих из них, к большому сожалению, выяснилось, что нет и гражданства Российской Федерации, и чтобы эти люди не остались одни со своими
проблемами. Руслан Хашик спросил у министра иностранных дел, какова перспектива возобновления женевских дискуссий. А Манана Гургуля, руководитель Апснепресс, поинтересовалась судьбой галского формата переговоров, механизма предотвращения и реагирования на инциденты. Инал Ардзенба ответил, что по обоим вопросам нет никакой конкретики. Второй вопрос на повестке дня – регулирование деятельности международных неправительственных организаций. Очевидно, на мой взгляд, необходимость принятия соответствующего нормативно-правового акта, соответствующего закона разработки, общественного обсуждения открытого этого законопроекта, связанного с регулированием деятельности организаций. На мой взгляд, его ключевые цели и задачи – это повышение прозрачности, повышение финансовой прозрачности и невмешательство во внутренние дела Республики Абхазия. Инал Ардзенба попросил представителей международных организаций рассказать об их деятельности в Абхазии и озвучить предложения и пожелания в отношении дальнейшей работы. Министр подчеркнул, что Красный Крест является собой пример прозрачной работы, невмешательства и отсутствия попыток косвенных или прямых манипуляций. А вот к программе развития ООН есть вопросы. В частности, по словам Инала Ардзенба, датчики, заявленные как приборы для мониторинга климатических изменений, на самом деле имели совсем другой функционал, в том числе возможность радиоразведки. Совместно с ПРООН этот проект реализовывала организация World Vision. Это общий большой проект. Мы отвечали за наш компонент. Это установка систем раннего оповещения о наступлении наводнений по реке Кодор, населенные пункты Кацикыту, Букыту, Варча и в Сухумском районе Дзыгута и Нижняя Эшера. У нас привлечен технический эксперт со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он участвовал в выборе оборудования. Был объявлен тендер, был выбран местный провайдер, который закупил это оборудование в России, привез. Прежде чем оплатить оборудование, технический эксперт с МЧС провел осмотр этого оборудования, подтвердил, что он отвечает требованиям и будет справляться с задачами, которые мы ставили. Представитель службы госбезопасности Инал Маршаня рассказал, что совместно с Министерством юстиции специалисты ведомства разрабатывают законопроект по деятельности некоммерческих организаций. В том законопроекте, который на данном этапе разрабатывается службой, это является одним из ключевых моментов. Получение денег из-за границы и использование этих денег для преследования каких-то политических целей несовместимо. Получаете деньги из-за границы, оказываете различную гуманитарную общественную помощь, пожалуйста. В политику лезть не получится. Это первый момент. Второй момент. При разработке законопроекта, с нашей точки зрения, специалистов нашей службы, мы отошли от тех, возможно, пугающих кого-то терминов. И мы предлагаем, чтобы это был не иностранный агент, а зарубежный партнер. Полагаем, конечное решение о принятии включения в зарубежный партнер будет не как в Российской Федерации, а через решение суда. Обсуждение будущего закона о заграничных партнерах продолжилось без присутствия СМИ. Надежда Боровикова, Саид Агухава, Абаза ТВ. В ходе встречи с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба отметил, что появившаяся перспектива проведения очередного 56-го раунда женевских дискуссий после долгого перерыва вселяет надежду на возобновление работы в рамках МЖД. Кроме того, замминистра иностранных дел Абхазии выразил опасения относительно продолжающегося процесса наращивания военного потенциала Грузии, подчеркнул необходимость согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы между Грузией и Абхазией. Продолжающегося процесса наращивания военного потенциала в Грузии. Буквально недавно, несколько дней назад, завершились очередные масштабные военные учения под эгидой НАТО, которые проходили в Грузии под названием «Достойный партнер». В этих учениях приняли участие представители более 20 стран, более 2500 военнослужащих было задействовано в ходе учений, различные виды современной военной техники. Естественно, все эти маневры вызывают у нас очень серьезную обеспокоенность. Возникает необходимость подписания, согласования и дальнейшего подписания документа о неприменении военной силы
между Грузией и Абхазией. Это та ключевая цель и та ключевая задача, которая в целом стоит перед женевскими дискуссиями. Но, к сожалению, мы долгие годы из-за известной позиции грузинской стороны не можем прийти к общему знаменателю в этом вопросе. Мы бы хотели надеяться, что нам при вашей поддержке все-таки удастся разрешить этот ключевой вопрос, эту ключевую задачу. Представитель ООН на международных женевских дискуссиях Джихан Султан-Оглу отметила, в свою очередь, возросшую напряженность в регионе. All around, the unpredictabilities related to the regional, local, international situation continue to persist, and certainly the Black Sea region is tense, if not more than before. Как действительно, вот вы это уже отметили, мы сейчас встречаемся на фоне возросшей напряженности в регионе, и все складывается очень предсказуемо. Я бы сказал, сегодня может быть еще более чем когда-либо ситуация на Черноморском побережье, в Черноморском регионе складывается очень серьезно. As co-chairs, we are very committed indeed to hold the next GID on the 5th of October in Geneva. And we have, as you know, been undertaking, and as you have said, consultations with all the GID participants since the beginning of the week. Ну вот, как сопредседатели, мы привержены и проведению очередного раунда 5 октября. И, как вы также отметили, у нас в течение недели, с начала недели проводились консультации. We were in Tbilisi on Monday. Yesterday we were in Simbali, and today we are here in Sukhum. And we also had the opportunity to meet with the new lead participant from the U.S. Ambassador Baker in Tbilisi. У нас была возможность провести один день в Тбилиси. Вчера мы находились в Цхинвале, сегодня находимся здесь. Помимо этого, у нас также была возможность в Тбилиси встретиться с новым главным участником от американской стороны. And next week we are planning to travel to Moscow. На следующий день планируем отправиться в Москву. Сопредседатели выразили готовность и приверженность проведению следующего раунда международных женевских дискуссий, которые намечены на 5 октября 2022 года. Между тем, Россия расценивает как провокацию призывы с украинской стороны к Грузии предпринять шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. «Как провокацию», — сказала она, отвечая на вопрос о том, как российское дипведомство оценивает подобные призывы. Сотрудники МЧС Абхазии вернулись из Донецка, куда доставили 17 тонн гуманитарного груза для добровольцев из республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 7 тонн из 17 были сформированы администрацией жителями Ачимчирского района. Для выходцев из Абхазии, воюющих на Донбассе, собирали продукты питания, воду и сладкие напитки. Кроме того, по поручению руководства страны раненым бойцам было перечислено по 100 тысяч рублей из фонда правительства Абхазии. МЧС Абхазии начало формировать гуманитарный груз 2 сентября. В сборе могли принять участие все неравнодушные граждане республики. Абхазские спасатели выехали из Сухума 12 сентября. О ситуации в Ереване. В ночь на 15 сентября в ходе многочисленного митинга оппозиции оппозиционные депутаты направились в здание парламента Армении для запуска процесса импичмента премьеру страны Николу Пашиняну. Передает корреспондент РИА Новости. Для отстранения Пашиняна от власти помимо 35 мандатов оппозиции нужны еще 18 голосов правящей фракции «Гражданский договор». Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня, сказал он в интервью общественному телевидению Армении. В Кремле, между тем, анонсировали переговоры Путина и Алиева. Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в пятницу проведут переговоры в связи с обострением ситуации в Закавказье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По инициативе руководства Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса создан Координационный совет женщин Абхазии «Путь согласия». Его руководителем стала журналист, профессор Екатерина Беби. В первом заседании приняли участие члены совета. Ими стали деятельно известные в стране женщины и подающие надежды молодые девушки. Главной целью проекта является объединение женщин в целях развития страны. Репортаж заседания в рубрике «Амшахтыс» в нашем пятничном эфире. Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения подписали Министерство здравоохранения Республики Абхазия и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации. Архитекторы Абхазии участвуют в Крымском форуме. При содействии торгово-промышленной палаты делегация Абхазии во главе с главным архитектором города Сухум Светланой Шаменковой принимает участие в международной конференции по комплексному развитию территории Крыма «Крым Урбан Форум». Мероприятие проходит с 15 по 17 сентября в рамках реализации комплексного плана по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым. Главный архитектор города Светлана Шаменкова выступила с приветственным словом от Республики Абхазия, а также примет участие в дискуссии с темой перспективы и проблемы развития строительной отрасли Абхазии. В рамках мероприятия будет представлен фильм о нашей республике, подготовленный торгово-промышленной палатой. В Сухуме проходит встреча главы администрации Беслан Эшба с жителями микрорайонов столицы. Беслан Эшба встретился с жителями Турбазы и Сино. Посмотрите репортаж пресс-службы столичной мэрии. Пообщаться с жителями, напрямую ответить на их вопросы и помочь в решении проблем. Такова цель встреч главы администрации Сухума с жителями микрорайонов. Готов к открытому конструктивному диалогу в рамках своей компетенции, сказал мэр, приветствуя собравшихся. Хотелось бы напрямую пообщаться и раскрыть какие-то детали, может кому-то что-то интересно, допустим, нашей деятельности города. И о каких-то планах можем поделиться. Мэр привел данные о выполнении городского бюджета, об основных показателях налоговых поступлений в нынешнем году. Бюджет города, как и в прошлом году, так и в этом году, незначительно, но пока перевыполняется. Мы там закрыли полугодие больше, чем 115%, почти 116%. Сейчас эта тенденция такая же. Приобрели технику, стали выполнять больше каких-то капитальных работ, текущих работ. Сил не так много, но они с каждым разом увеличиваются и усиливаются. Районы Турбаза и Синоп располагаются вдоль республиканской дороги, которая находится в ведении госкомпании «Абхазавтодор». Не различая, кто за что ответственен, горожане порой все недочеты на этих участках вменяют столичным коммунальщикам. Республиканские дороги — это означает, что есть структуры правительства, которые за ними должны, так скажем, присматривать за чистотой, за уборкой, за поддержанием и так далее, и так далее. Поэтому, если где-то мы не дорабатываем в этом отношении, вы нас сильно не судите, потому что город старается прийти на помощь тому же Автодору, который ответственен за эти участки, пока они еще не собрали штаты, как нам объясняют, еще нет таких возможностей, чтобы полноценно, самостоятельно заниматься, поэтому наши коммунальные службы стараются оказывать содействие. И это подрезки касается, и покосов касается, и подбора мусора касается, и так далее. И, разумеется, наших любимых подземных переходов, которые мы все прекрасно знаем, в каком состоянии. Я здесь не хочу обойти остановки в том числе. Беслан Эшба заметил, что с питьевой водой в районе Турбазы бывают перебои, потому что насосная станция в Киласуре не отремонтирована, как, к примеру, другие станции, обеспечивающие водой столицу. И к тому же к станции подключили жителей села Баслата. К данной подаче воды на Турбазу и Синов, разумеется, еще подключилась улица Чанба. Там с этой станции она не была никогда запитана до недавних пор. Нам видно по просьбе жителей, так получилось в преддверии выборов, уложили новую трубу и взяли и врезались, в данную подачу воды. Поэтому некое давление упало на Турбазе, поэтому, бывает иногда, что до верхних этажей вода не доходит, если говорить сейчас о воде. Но мы эту проблему решаем, потому что, так скажем, немножко несанкционная история была.
если бы мы знали бы про это, но потом мы попытались их отключить, оказались люди без воды, и им надо отдельно подключаться из Сухумского района чуть выше. А там им надо строить и магистраль, и насосную станцию. То есть там тоже людей, это тоже наши жители, не можем оставить без воды. Канализационная система на турбазе в Синопе не работает, и ее надо полностью перестраивать, сказал Беслан Эшба. Есть серьезная проблема, полностью надо перестраивать всю канализационную часть района турбазы и Синопа тем более. Потому что Синоп вообще у нас, можно сказать, отключен от коммуникационной сети канализации. Проблемные места на дорогах известны, но пока городские службы проводят только ямочный ремонт в связи с необходимостью ремонта подземных коммуникаций. Глава Сухума отметил, что с недавних пор бюджеты местных управ строятся на платежах населения, которые затем тратятся на услуги этому же населению. Очень надеюсь, что потихонечку наша платежная дисциплина будет расти, и обещаю вам, вы увидите обратную связь, как будет отрабатывать та или иная управа. На встрече затрагивался вопрос состояния тротуаров, необходимости обрезки разросшихся деревьев вдоль дороги тротуаров в районе. Беслан Эшба, напоминая о том, какой шквал критики в социальных сетях обрушился в свое время на службы администрации из-за глубокой сезонной обрезки деревьев, отметил, что работы проводятся при согласовании с экологами. Мы провели такие строгие консультации со своими работниками. На каждое дерево и обрезку, чтобы вы понимали, удаление в том числе, нужно экологическое заключение, вплоть до заключения прокуратуры. Но у этого дела есть сезонность. Несмотря, они говорят, ладно, пускай растет, пускай мешает людям, все не трогайте, пусть растет. Я все понимаю, поэтому мы все равно будем придерживаться нормативов. Просили жители мэра о новом посте ГАИ для устрашения лихачей. На улице Ладария поздно ночью рисуют виражи, устраиваются автомобильные гонки. Жительницу дома 21 по улице Акиртава ждал сюрприз. Только на встрече после того, как задала свой вопрос, она узнала, что заявление жильцов уже рассмотрено и есть решение по их проблеме. Транспортный поток в столице увеличивается. Уже наблюдаются даже автомобильные пробки, как в мегаполисах. А пропускная способность сухумских дорог ограничена. Необходимость проработки новой транспортной системы очевидна. Как рассказал мэр Беслан Эшба, уже проведены консультации с московскими специалистами, которые помогут выстроить правильную логистику. Здесь немаловажную роль играет общественный транспорт. Мы выходим на подписание соглашения, меморандума с правительством Москвы. Один из пунктов написан у нас оказание нам помощи в выстраивании правильной транспортной логистики по городу. Они нам окажут содействие для того, чтобы именно оптимально создать нам такую транспортную сеть, чтобы мы старались не грузить город. Ведутся переговоры с Горьковским автомобильным заводом. И вероятно, что в ближайшем будущем троллейбусы заменят электробусами. Мы были в Нижнем Новгороде. Нас пригласили на День города, но мы, конечно, с коллегами воспользовались ситуацией, были на Горьковском автомобильном заводе. В ноябре они будут презентовать новый электробус. Предполагаем, что в перспективе можем вообще уйти от троллейбусов. Думаю, что в 2023 году мы какие-то пилотные вещи уже запустим по этой части. Отвечая на вопрос о ситуации с общественным транспортом, Беслан Эшба заметил, что в столице сохраняется социальный тариф, а издержки, связанные с увеличением цены на топливо, водителям компенсируются администрацией. От собравшихся звучали не только жалобы и просьбы, были и те, кто благодарил мэрию за определенную работу. Благодарить за тот вопрос, что вы помогли нам с решением вопроса водоснабжения нашей школы. Эта проблема не решалась на протяжении уже многих лет. Если честно, 8 лет. Низкий вам поклон, потому что это прежде всего здоровье наших детей. Мы понимаем, что наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями, но мы надеемся на лучшее. И хочу поблагодарить вас от всего лица, всего района и желаем вам успехов. Амрамич Алексея Бухава, пресс-служба администрации города Сухум.
Культура. В Абхазский театр с гастролями приезжает Осетинский театр юного зрителя «Саби». Особенность этих гастролей заключается в том, что зритель увидит постановку по мотивам нардского эпоса «Нард Сосрыква и Пахарь», над которой работали приглашенный из Абхазии режиссер-постановщик и художник от Гуркова и Батал Джапоа. Для них это не первая совместная работа, но первый опыт работы с куклами. 20 и 21 сентября в 15 и 17:00. Второй сезон проекта «История одной картины» продолжает свою работу на Абазат ТВ. Смотрите выпуск, посвященный художнику Зауру Аджба. Сложилось так, что лучшие годы его творчества трагически совпали с Отечественной войной в Абхазии. Он ушел из жизни в расцвете сил, в возрасте 37 лет, как и его любимый художник Ван Гог. Заур Аджба. Автопортрет в проекте Эльвира Арсали «История одной картины» на нашем канале после новостей. В свежеотремонтированном зале спортивного клуба по дзюдо и самбо «Алмаз» прошла первая тренировка. 22 года абхазские дзюдоисты ждали, когда это помещение будет отремонтировано. Благодаря финансовой поддержке президента Федерации дзюдо и самбо Михаила Чалмаз у спортсменов появилась обновленная площадка для проведения тренировок и соревнований. Подробности у Марианны Котовой. Стены еще пахнут свежей краской. Их обшивка мягким материалом еще не закончена. Но юные спортсмены, не желая пропускать и дня, усердно тренируются в обновленном помещении. Всего около 160 борцов в разные смены тренируются в спортивном клубе «Алмаз». Многие не первый раз постигают здесь искусство дзюдо и самбо. И даже самые юные спортсменов отметили важные изменения, которые произошли с залом после ремонта. Новый раздевалка. Он стал чуть-чуть больше. И вообще он во всем красивый. Да, люди будут смотреть, как мы будем тренироваться и будут учиться именно у нас. 10-летний Ливон 4 года занимается борьбой. Его мечта – стать тренером, и чтобы как можно больше людей вдохновлялись этим видом спорта. Я когда вырасту, я хочу стать тоже тренером по дзюдо и тренировать своих же детей. Центральный зал спортивного клуба «Алмаз» не единственный, который работает благодаря поддержке президента Федерации дзюдо и самбо Михаила Чалмаз. Но именно этот требовал капитального ремонта. Не только самого помещения, но и фасадной части. Теперь здесь можно проводить международные турниры, говорит вице-президент Федерации дзюдо и самбо Андрей Погосов. В Гаграх зал, в Ачамчирском районе, в селах несколько залов у нас, в Сухуми 2 зала. Все вот он. Я не знаю, если бы он нам не помогал, что было. Его час вот он сделал здесь, в нашем центральном городском зале, капитальный ремонт. Полностью фасад, внутри, все полностью обновили, потолки, стены, раздевалки, в общем... Дзюдо и самбо – одни из самых популярных видов борьбы в Абхазии. Среди воспитанников «Алмаза» немало действующих чемпионов и перспективных спортсменов. Но пандемия выбила из колеи многих борцов. Однако, несмотря на это, у наставников будущих чемпионов есть уверенность в том, что перспективы у дзюдо и самбо в Абхазии большие. Особенно погорели ребята 10-11 классов, а там нужно в течение года 7-8 стартов делать, а этого ничего не было. И вот они... практически год не боролись. Сейчас они уже школу закончили, поступили все. И нам приятно, что они поступили в спортивные вузы в России, в институты физкультуры. И мы очень надеемся, что по окончании они к нам приедут как молодые специалисты. Несмотря на то, что тренировочная база в Абхазии далека от современного уровня, воспитывать чемпионов, проводить сборы, обучение судей у наших спортсменов получается. А с ремонтом центрального зала работа дзюдоистов и самбистов будет выглядеть не только профессионально, но и солидно. Уже не стыдно приглашать сюда команды российские, которые, я скажу, не в России... Редко где увидишь такой зал вообще, по оборудованию вообще и по укомплектации, по всему. Вот у нас сейчас с 25 числа начинается международный турнир, будет здесь в Сухуми, в «Спартаке» проходить, по самбо, международный турнир. И довольно-таки большое представительство, там команды уже подтвердили Белоруссии, Армении, Донецк, Луганск, и Российская Федерация практически от Камчатки до Санкт-Петербурга. Все приезжают, надеемся, что проведем.
Как, в принципе, и все в Абхазии. Самбо и дзюдо живы в нашей республике благодаря личной инициативе спортсменов, тренеров и бизнесменов, которые предпочитают вкладывать в будущее юных жителей Апсны. Потому что дзюдоист, самбист, да и любой другой спортсмен, даже если он не занимается спортом профессионально, это воспитанный, здоровый и сознательный гражданин. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Даниил Харчилава выступит в Минске в ходе 51-го международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя с 15 по 17 сентября. Абхазский спортсмен выйдет в весовой категории до 65 килограммов и будет представлять Калининградскую область. Даниила Харчилава тренирует Виктор и Валерий Хаджаевы. Он является воспитанником тренера Размика Алабяна. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 16 сентября в Абхазии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 14-19 градусов, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 25. Волнение морской воды умеренное. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.